Я фильм смотрела о войне, и было очень страшно мне. Ворвались снаряды, подгремел, и люди погибали. День памяти и скорби – важная дата для каждого жителя России. О ней знают даже самые юные. Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Тяжело и трагически складывался для советских солдат первый период войны. Необходимо было держать оборону на 3 фронтах, по которым сейчас наносили удары вражеские войска. На заводы пошли работать женщины, старики и подростки. Они трудились у станков, изготавливая оружие, боеприпасы и боевые машины для фронта. Женщины выполняли всю мужскую работу, трудясь на полях, в колхозах и на заводах, шили одежду для бойцов. Ребята с большим интересом слушают лектора, потому что всю информацию для школьников доносят лаконично и легко. Им рассказывают об Омске, который стал лидером по заявлениям от добровольцев. Они просили послать их в действующую армию на передовые позиции. Город стал крупным центром оборонной и продовольственной промышленности, стратегически важным транспортным узлом. К концу 1941 года в Омск было эвакуировано 90 промышленных предприятий со всей страны. В Омск выпускались танки, самолеты, мины, снаряды для «Катюш», лыжи, радиостанции. Хотя у ребят в таком юном возрасте осознать сполна те страшные события не получится, они знают, что это время мы обязаны помнить. Время, когда наши деды и прадеды отдавали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Никто не забыт и ничто не забыто. Гореша надпись на глыбе гранита. Поблекшими листьями ветер играет, и снегом холодные венки засыпает. Но, словно огонь у подножия гвоздика, Никто не забыт и ничто не забыто. Прошла война, прошла стада, но боль вызывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пускай во всей, чем жизнь полна, во всей сердце мило, но будет памятка дана о том, что в мире было. Переломный момент в ходе войны наступил осенью 1942 года. Наши войска начали наступление, возвращая обратно родную землю. А в 1945-м войска дошли до границ Германии и штурмом взяли Берлин. Наступила долгожданная победа. Среди нас много тех, кто из уст ветеранов знает историю Великой Отечественной войны. Мой дедушка Шашков Иван Филиппович прошел Великую Отечественную войну от Малгобека до Берлина. Он проявил мужество и героизм, получил медали и очень любил рассказывать о войне, когда я была маленькая. А другой дедушка, Николай Иван Филиппович, он погиб, отдал свою жизнь за битву под Малгобеком. Мы все по сей день скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в самые тяжелые годы наше Отечество. Мадина Цоро, Султан Могушков, Магаз, 24.